Июнь 92 года. С этого момента идет отсчет нового времени для Ингушетии. Однако созданная, по сути, только на бумаге, республика столкнулась с неизвестностью, не имея ни властных структур, ни планов становления и развития. Народ понимал, что сам должен взяться за будущее своей республики, взрастить семена развития и процветания региона. 25 июля в Назрани состоялся чрезвычайный съезд народов Ингушетии, где впервые заговорили о необходимости проведения выборов в Верховный Совет Республики сроком не позднее сентября 92 года. После объявления об образовании республики необходимо было срочно сформировать органы местного самоуправления, республиканские структуры, начать финансирование. Этого не было сделано, потому что прошло очень много времени. До осени 92 года практически вот такое брожение было в республике. Никто ничего не знал, что будет, как будет. И люди как бы самостоятельно начали принимать какие-то решения. Общественно были разные предложения, разные варианты. Вот люди все хотели с этой республики, готовы были днем и ночью работать, бесплатно работать, если бы республика была создана. Вот лес рук бы подняли, если бы сказали, вот 3 года надо бесплатно работать, но республика вот в этом условии будет создана. Иначе нет денег там в России, чтобы республику прокормить. Лес рук бы подняли. Вот такое было большое желание, стремление. Около полугода республика не имела формального единого руководителя, а в ноябре указом президента Российской Федерации создается Временная администрация Ингушской республики, главой которой в конце месяца назначается герой Советского Союза генерал-майор Руслан Аушев. Административно-правовым центром только зарождающейся республики становится город Назрань. Здесь не было практически ничего, ни структур власти, ни тем более министерств и ведомств. Созданная временная администрация расположилась вот в этом здании на площади Согласия в Назрани. А с февраля 93-го в это здание переезжает уже администрация первого президента республики, а уже с 99-го Назранская администрация. В то время как страна была поглощена экономическим кризисом, от федерального центра большой подмоги ждать не приходилось, а временная администрация, по сути, важных полномочий не имела. В январе 93-го Руслан Аушев подал в отставку, и новым главой был назначен генерал-майор Магомед Султыгов. А между тем в народе все чаще высказывали мысль о необходимости проведения выборов. Спустя неделю вновь созывается чрезвычайный съезд народов Ингушетии. Принято постановление о назначении выборов президента Ингушской республики и выдвижении на эту кандидатуру Руслана Аушева. Назначили и день выборов – 28 февраля. Первое время, конечно, ничего не было. Как я сказал, никаких структур, ни финансирования, ни кабинета, ни служебной машины, ни зарплаты, ничего. Ну, люди сильно хотели работать. Параллельно с этим шло и становление республики. Открылось первое телевидение, аэропорт. 7 марта 1993 года в Доме культуры в Назрани прошла инаугурация первого президента Ингушетии, на которой Руслан Аушев принес свою присягу. С этого момента начинается формирование органов власти республики. Создается президентский совет, кабинет министров. Пути развития, проложенного в столь трудное время, республика следует и сейчас, с каждым годом совершенствуясь и преображаясь на радость жителям региона.